Началось это еще давно, в детстве. Творчество, потому что мне очень нравится, что там можно какие-то свои идеи раскрывать, какие-то свои мысли. И еще это мне нравится тем, что все время что-то новое придумываешь. Нету однообразия, никогда не устаешь. Какие-то впечатления, какие-то переживания. Эмоции бывают разные у меня. Бывает какие-то подъем, какое-то настроение хорошее, дух какой-то, хочется его передать. Любой художник никогда не до конца бывает удовлетворен своей работой, но бывают работы, которые мне вот, самому нравятся, и я от этого удовольствие получаю. Я делаю то, что мне нравится, хочется сделать. Вот. Я заметил, что если мне самому нравится, обязательно вокруг люди тоже это чувствуют, и всем тоже это нравится работа. Но я всегда пишу на тему Крыма. Крым как изначально в Крыму я и сформировался как художник, и основная тема — это Крым. Крым и его природа, его история, ощущение Крыма во Вселенной. Сама крымская тема, она подразумевает и религиозную тоже тему, потому что Крым когда-то это был, мы знаем, что и духовным центром, и религиозным центром, Старый Крым, Бахчисарай. Вот, поэтому у меня оно естественным образом произошло. Вот, я это воспринимаю как должное, как само собой разумеющееся. Вот я начал работу с вот этой мечети в Тарахташе. То есть это первая работа, которую я хочу сделать эту серию. Это будет тема 7 мечетей, которые были у нас в Крыму, исторически сохранившиеся и не сохранившиеся, на фоне красивых пейзажей. Плюс история, тут в рисунке это сделать, интересно архитектуру поизучать. Я сам увлекаюсь тоже архитектурой, вот, и я это все так вот связываю. Ценности — это в первую очередь здесь такая, знаете, и в духовном плане, естественно, и в нашем мире. В духовном это понятно, то есть следовать пути от нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И то, что в материальном плане, оно, естественно, семья, дети, воспитание детей, дом, собственный дом. Чтобы оно не просто хватало, да, как у нас говорят, чтобы это было в изобилии, чтобы иметь возможность не просто жить, а еще какие-то свои проекты создавать, например, не зависеть от меценатов, например, не быть там, а быть самим меценатом. Я заметил, что художники многие живут без семьи, потому что, во-первых, это как-то ответственно, и многие не находили того человека, которого бы хотели. Им было удобно жить так. А я вот для себя принял такое решение, что у меня жена она будет тоже творческий человек. Мы ездили на этюды еще, помню, в Алупку. Вот именно там я просто даже точку такую для себя понял. Все, это этот человек, которого я искал. Она показала даже свои работы, я был очень удивлен, она вышивкой занимается, художественная вышивка, очень большой талант. Я это в ней увидел, и вообще ее философии, мысли, как она мыслит, просто мы как одно целое. Мне очень сыграла огромную роль как формирование в развитии, в личностном развитии. Потому что она сама развивается, постоянно читает, посещает семинары, тренинги. Меня тоже она подтянула в этом вопросе. То есть у нас какие-то внутренние глубинные проблемы, как с этим разбираться. Очень мне она в этом плане повлияла на меня.
Аллаха шукур, я себя счастливым человеком считаю. Потому что у меня прекрасная жена, прекрасные дети. Шкур Аллаха, они не болеют у меня. Вокруг, когда видишь, сравниваешь, сколько детей болеют, и семьи какие бывают несчастные, но посмотрев это, такой вообще счастливый человек. Аллаха шукур, 2 мальчика. Получается, сейчас большее времени с ними провожу. Бывают какие-то моменты, что ты хочешь как-то уединиться там, чтобы никто тебе не мешал. Но в то же время сейчас такой момент ответственный. Это 2 мальчика, в основном влияние от отца все-таки больше. И больше, конечно, пример отцовское. И я вот сейчас с ними стараюсь что-то им рассказывать, какие-то вещи. Просто вот быть естественным. И с ними разговаривать, как со взрослыми людьми, наравне. Они все время ко мне тянутся, и им интересно. Вот, и мне это тоже нравится. Помимо живописи, планы на будущее, вот я сейчас открыто набираю свою команду людей, молодые ребята, продвинутые, которые креативно мыслят, художников, дизайнеров, лепщиков, декоративщиков. То есть собираю сейчас команду в свою студию этнодизайна, то есть, где мы будем воплощать очень такие интересные проекты и по Крыму, и вне Крыма, и по всему миру. Я впечатлительный очень, увлекающийся, впечатлительный, целеустремленный. И стараюсь быть, как бы там ни было, доводить дело до конца. Делаю так, чтобы это было по-настоящему, чтобы это было хорошо, чтобы люди потом сказали, что действительно сделано. То есть максимально на 100% выкладываться. Если даже брать с священных хадисов, там есть такой смысл, что живите в этом мире так, как будто бы вы вечно будете здесь жить. И молитесь так, как будто бы она у вас последняя.